Не просто вредная привычка, а смертельно опасная болезнь, которая разрушает жизни, семьи и будущее целых поколений. Наркотики приводят к физической и психической деградации, провоцируют преступления и становятся причиной передозировок с летальным исходом, говорит главный нарколог региона Джамбулат Ваделов. По данным МВД России, в стране официально зарегистрировано более 600 тысяч наркозависимых. В регионе же на учете находится порядка 1800 человек. Основные причины, которые мы видим, да, почему молодые ребята употребляют наркотики, это первое, то, что вот, понятное дело, ценности поменялись. Если раньше молодые ребята там для тейпа, для семьи, для кама как-то себя воздерживали от каких-то действий, от позволения себе психотропных там, опьяняющих каких-то. Но сейчас молодежь все-таки думает вот так, вот это моя жизнь, многие так делают, я тоже хочу. Любопытно посмотреть, как это все действует. Ежегодно от употребления наркотиков в стране погибает около 70 тысяч человек. Большинство – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. В Ингушетии, несмотря на активную профилактику, проблема остается актуальной. Только за последний год правоохранители изъяли из оборота десятки килограммов запрещенных веществ. В регионе идет активная борьба с этим злом. Создаются реабилитационные центры. С ним отец и дядя, и все собираются, еще и мы приезжаем, и мы с ним вместе беседуем, да, и эта беседа не заканчивается, пока он не скажет: хорошо, я там, соглашусь поехать на месяц, чтобы вы все успокоились, как бы, да. И когда он попадает уже к нам в реабилитацию, вот этот месяц мы занимаемся тем, что работаем с его отрицанием, показываем ему, что у него реально есть проблема. И наша задача продлить его. Давай еще на месяц останешься, он еще на месяц остается. И вот так потихоньку, работая с его сопротивлением и отрицанием, мы приходим к тому, что человек, как бы, да, без каких-то применений насилия, да, я говорю сейчас про наш центр, реабилитационный центр «Шанс», без применения насилия, а просто путем терапии, да, определенных манипуляций человек проходит полный курс реабилитации. Магомед Яндиев, выпускник Центра социальной адаптации «Шанс», на своем примере доказал, что освободиться от оков зависимости возможно. Главное – принимать помощь и прислушиваться к наставлениям специалистов. Когда я в третий раз попал в реабилитацию, в «Шанс», мне сказали: ты попробовал 2 раза, как у тебя, как ты хотел своей головой. Сейчас последуй этим рекомендациям и почувствуй, как у нас, как это работает. Когда я реально доверился этому и начал следовать этим рекомендациям, я почувствовал, как это хорошо. Мне не нужно было сегодня употреблять наркотики, чтобы быть счастливым. Министерство здравоохранения официально признает наркоманию тяжелым заболеванием. И как при любой болезни, самое важное – вовремя обратиться за помощью. Специальные реабилитационные центры помогают зависимым пройти сложный путь к выздоровлению, вернуться к нормальной жизни и снова стать частью общества. Мы помогаем людям социально адаптироваться. Сначала мы объясняем, мы ищем проблему, почему он употребляет. Нет такого, что просто человек употреблял ради удовольствия. Это он так себе рассказывает. Мы ищем корень проблемы. Мы не срезаем верхушку дерева, мы вырубаем его с корнем, решаем эту проблему, и потребность употреблять у человека пропадает полностью. Чаще всего какие проблемы возникают? Из-за чего люди вступают на эту дорожку? Непризнятие в обществе, какая-то давка, эмоциональная в семье, когда не признают в классе, буллингу подвергается ребенок в школе. Борьба с наркоманией требует комплексного подхода, ужесточения контроля за оборотом наркотиков, расширения программ реабилитации и, главное, профилактики среди молодежи, подчеркнула директор Центра театра, кино и креативных индустрий. Открытие таких фондов, резидентских несколько фондов, открытие Росмолодежи фонда, где могут молодые люди подать заявку и какой-то свой проект осуществить. Это много-много делается для того, чтобы привить другой интерес нашей молодежи. Все-таки, конечно, статистика говорит о другом. Все с каждым годом это зло все больше растет. И, конечно же, хотелось бы, чтобы какие-то мероприятия, какие-то действия, какие-то возможности использовал этим, чтобы предотвратить это. Наркомания – это зло, которое калечит судьбы. Лучшая защита – это правдивая информация, считают эксперты. Школы, вузы и общественные организации должны активнее вовлекать молодежь в спорт, творчество и волонтерство, чтобы у наркотиков не осталось шансов. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.